Мое возлюбленное дитя, я твой Небесный Отец, и я хочу поделиться с тобой чем-то очень важным. Кто-то, кто причинил тебе боль в прошлом, сейчас платит высокую цену за свою плохую карму. Она сожалеет о том, что причинила тебе боль, и хочет попросить прощения за причиненную ей боль. Помните, дорогие мои, что ни одна ловушка не направлена против вас, вашего здоровья, вашего времени, ваших финансов или ваших близких. Моя защита всегда окружает вас, и я с вами на каждом шагу. Доверьтесь мне и знайте, что я всегда наблюдаю за вами и веду вас к жизни, наполненной миром, любовью и радостью. В священной книге «Псалтирь» мы находим мощные слова, которые могут принести утешение и облегчение в трудные времена. Я призываю вас набрать цифру 37, если вы готовы прочесть Псалом 37 с верой в сердце. Эти слова несут в себе мощное послание о том, что нужно уповать на Господа, не беспокоиться о злых и терпеливо ждать Его благословений. Размышляя над этими словами, вы обретете спокойствие, необходимое для противостояния жизненным невзгодам. Я верю, что сейчас в вашей жизни наступит поворотный момент, потому что я готовлю для вас нечто особенное. Получите мое благословение, набрав число 777. Это счастливое число и божественное представление, и, набирая его, вы заявляете о своей вере в божественную силу, действующую в вашей жизни. Продолжайте доверять мне, и вы увидите, как на ваших глазах будут разворачиваться чудеса. Ваше будущее светло, и вы скоро пожнете плоды своих добрых дел. Я призываю вас ввести число 12, если вы готовы получить наставление о том, как мудро поступать в своих будущих решениях. Псалом 12 предлагает мудрость и руководство для тех, кто ищет путь праведности. Доверьтесь мне, и я поведу вас по пути успеха и процветания. В ближайшие 24 часа вы получите неожиданные финансовые благословения. Это может стать для вас неожиданностью, но поверьте моим словам, я Бог изобилия, и я хочу, чтобы вы процветали во всех сферах вашей жизни. Напишите 2323, если вы верите, что сейчас 2023 год, и что это будет замечательный год невероятных преобразований в вашей жизни и жизни вашей семьи. На пути к процветанию важно помнить о силе слов, которые вы произносите. Энергия, которую вы излучаете, притягивает то, что приходит в вашу жизнь. Поэтому я прошу вас набрать цифру 8, чтобы вместе мы могли создать ауру позитива и проявить благословения, которые вам суждены. Я верю, что у вас есть большие таланты и способности, которыми вы можете поделиться с миром. Вы уникальный и особенный человек, и я желаю, чтобы вы полностью раскрыли свой потенциал. Введите цифру 144, чтобы подтвердить свою уверенность в том, что у меня есть план для вашей жизни. Как художник тщательно продумывает каждый мазок кисти в своем шедевре, так и я направляю каждый ваш шаг. Сила благодарности бесценна. Выражая благодарность за те благословения, которые вы уже получили, вы прокладываете путь к получению еще большего. Пожалуйста, запишите число 365, обязуясь ежедневно практиковать благодарность. Считая свои благословения, вы привлекаете в свою жизнь атмосферу изобилия.
А теперь позвольте мне поделиться мощным посланием из Псалма 23, которое приносит утешение и уверенность в трудные времена. Введите цифру 23, если вы хотите, чтобы я открыл вам эти священные слова. Пусть сила и покой этих слов сопровождают вас во всех жизненных ситуациях. Каждой мыслью, эмоцией и действием вы формируете мир вокруг себя. Я прошу вас ввести число 333, чтобы укрепить вашу веру в силу, которая живет внутри вас. Вы благословенный человек, и ваши благословения распространяются не только на вас, но и на окружающих вас людей. Введите число 7777, чтобы поделиться своими благословениями со всем миром. Когда вы становитесь источником любви и доброты, Вселенная отвечает вам удивительным образом. В книге пророка Иеремии, глава 29, стих 11, написано: «Ибо я знаю, какие планы имею о вас, говорит Господь, планы процветания и зла, планы дать вам надежду и будущее». Набирая номер 2911, вы заявляете о своей вере в это божественное обещание и открываете свое сердце для безграничных возможностей, которые ждут вас впереди. Не беспокойтесь о том, что ждет вас в будущем, ибо я опережаю любую ситуацию, готовя для вас путь. Наберите номер 77777, если вы верите, что я ваш проводник и защитник, и что все происходит для вашего блага. С таким доверием вы сможете справиться с любым испытанием, которое встретится на вашем пути. Я знаю, что иногда жизнь может казаться трудной, и вы можете почувствовать уныние, но не теряйте надежды. Наберите номер 919, чтобы напомнить себе, что даже в самые мрачные моменты я рядом с вами, несу свет и обновление. Ваша вера и настойчивость будут вознаграждены. Сейчас ваша жизнь претерпевает значительные изменения. Это похоже на метаморфозу бабочки, когда путь труден, но конечный результат великолепен. Введите число 222, чтобы подтвердить, что вы готовы пройти этот путь и верите, что в конце концов вы станете сильнее и красивее, чем когда-либо. Дитя мое, твой путь только начинается, и я с радостью наблюдаю за чудесами, которые будут происходить в твоей жизни. Как весна приносит новую жизнь в природу, так и ты переживешь возрождение во всех сферах своего существования. С каждым рассветом ваша вера будет укрепляться, и вы увидите, как настойчивость и доверие ко мне приносят плоды, превосходящие все ваши представления. В Библии есть истории о великих мужчинах и женщинах, которые доверились мне и увидели, как изменилась их жизнь. Вспомните историю Давида, который противостоял гигантам с помощью одного камня и непоколебимой веры. Я хочу, чтобы и вы смело и решительно преодолевали препятствия в своей жизни, зная, что я рядом с вами на каждом шагу. В моменты неуверенности вспомните слова из 23-го псалма: «Господь, пастырь мой, я не буду нуждаться. Вы – мое драгоценное дитя, и я позабочусь обо всех ваших нуждах». Введите Псалом 23, чтобы получить защиту и обеспечение, которые я приготовил для вас. Ваш путь к процветанию не ограничивается только финансовым аспектом, поскольку ваша жизнь состоит из различных взаимосвязанных измерений.
Я буду работать над каждым из них, приводя к равновесию и гармонии. В книге Притчей написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разумение твое. Во всех путях твоих признавай Господа, и Он исправит стези твои». Напишите притчи 3, 5, 6, чтобы получить божественную мудрость, которая будет направлять вас во всех сферах вашей жизни. Когда вы полностью отдадитесь мне, позволив моей воле проявиться в вашей жизни, чудеса начнут происходить в изобилии. Верьте, и вы увидите результаты. Позвольте мне рассказать вам вдохновляющую историю о человеке, который пережил трудные времена, но никогда не терял веры. Его решимость и непоколебимая вера в меня открыли дверь к невообразимым благословениям. Этим человеком был Джозеф, который прошел через множество испытаний, но сохранил веру в меня. В конце концов, он стал правителем Египта и спас множество жизней. Урок, который мы можем извлечь из истории Иосифа, заключается в том, что даже в самые мрачные моменты никогда не переставайте верить в мою доброту и провидение. Введите Бытие 50:20, чтобы одержать победу среди трудностей. Я хочу призвать вас быть щедрыми по отношению к другим, потому что щедрость открывает дверь для получения еще больших благословений. Как сказано в Евангелии от Луки 6 часов 38 минут, «Дайте, и дано будет вам, мерою доброю, утрясенную, взболтанную и переполненную, дано будет вам». Когда вы благословляете других тем, что у вас есть, моя умножающая рука действует в вашей жизни. Будьте каналом благословений для нуждающихся, и я буду изливать на вас непрерывный поток благословений. Напишите Лука 6 часов 38 минут и поделитесь посланием ободрения с тем, кто нуждается в надежде. Вы сомневаетесь в том, какое направление выбрать в своей жизни? Доверьтесь мне и моим путям. В Притчах 16:9 говорится: «В сердце своем человек замышляет путь свой, но Господь определяет шаги его». Когда вы позволяете мне направлять ваши шаги, путешествие становится ясным и наполненным целью. Вам не нужно бояться будущего, потому что я готовлю для вас путь успеха и самореализации. Наберите Притчи 16:9, чтобы получить божественное руководство о своем предназначении в жизни. Помните, что благодарность – это мощный ключ к привлечению новых благословений. Когда вы благодарите за все, что у вас есть, даже за мелочи, вы открываете шлюзы для жизни, наполненные радостью и довольством. Как сказано в 1 Фессалоникийцам 5 часов 18 минут, «Будьте благодарны во всех обстоятельствах, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Наберите в поисковике 1 Фессалоникийцам 5 часов 18 минут и составьте список из 3 вещей, за которые вы сегодня благодарны. Поделитесь этой благодарностью с другими людьми, и вы увидите, как дух радости наполнит вашу жизнь. Продолжая свой путь, сохраняйте непоколебимую веру и упование на меня. Я Бог, исполняющий свои обещания, и всегда готовый услышать ваши молитвы. Молитесь с верой, зная, что ваши слова услышаны и услышаны. Как написано в Евангелии от Матфея 21:22, «Если будете веровать, то получите все, чего не попросите в молитве». Наберите в поисковике
Матфей 21:22, и помолитесь конкретной молитвой прямо сейчас. Верьте, что ваши слова имеют силу и что ваша победа уже на пороге. Дитя мое, радуйся, ибо ты любим и благосклонен ко мне. Твои вера и решимость подобны маякам, освещающим путь к ожидающим тебя благословениям. Продолжай провозглашать слова победы и жизни над собой и другими, ибо твои слова способны творить реальность. Напишите прямо сейчас: «Я – канал благословений и побед для окружающего меня мира». Моя любовь к вам безгранична, и моя воля состоит в том, чтобы благословить вас, чтобы вы стали благословением для других. Продолжайте доверять мне, и я совершу великие дела в вашей жизни. Ваше путешествие к чудесам, процветанию и цели только начинается. Введите Ефесянам 3 часа 20 минут и знайте, что я готов сделать больше, чем вы можете попросить или представить. Я благодарю вас за то, что вы услышали мои слова и поверили в мою способность преобразить вашу жизнь. Поделитесь этими словами надежды и ободрения с 5 людьми. Дитя мое, слушай меня внимательно, потому что у меня есть слова мудрости и бесконечные благословения, которыми я хочу одарить тебя. Я знаю, что на своем пути ты сталкиваешься с трудностями, но всегда помни, что нужно быть благодарным за то, что у тебя уже есть, даже если этого кажется мало. Благодарность – это ключ к открытию путей изобилия в вашей жизни. Повторяйте за мной: «Я благодарен за все благословения, которые я получил до сих пор, и готов получить еще больше». Вселенная сговорилась в мою пользу и принесет на этой неделе $10 миллионов, чтобы удовлетворить все мои финансовые потребности. Верьте, мои любимые, что сила ваших слов способна изменить вашу реальность. Не бойтесь, доверьтесь мне, ибо я всегда рядом с вами, направляю ваши шаги и забочусь о каждой детали. Я знаю желание вашего сердца, и дверь, о которой вы молились, скоро откроется, удивив вас исполнением того, что казалось невозможным. Продолжайте верить в свои мечты, ибо я собираюсь совершить нечто необыкновенное в вашей жизни. Приготовьтесь испытать изобилие, которое превзойдет ваши самые смелые ожидания, и вы сможете благословить всех, кто встретится на вашем пути. Знайте, что моя воля направлена на то, чтобы вы имели здоровье, богатство и процветание во всех сферах вашей жизни. Получая эти благословения, вы станете каналом для благословения окружающих вас людей. Делитесь своим процветанием с щедростью и любовью, и вы увидите, как преобразится мир вокруг вас. Повторяйте вместе со мной: «Я открыт для получения здоровья, богатства и процветания в изобилии». Чем больше я получаю, тем больше я могу поделиться с теми, кто в этом нуждается. Я хочу, чтобы вы всегда помнили о моей безусловной любви к вам. Я, ваш любящий Отец, всегда готовый позаботиться обо всех аспектах вашей жизни. Полностью доверяйте мне, не бойтесь просить о том, что вам нужно, ибо я готов удовлетворить любую вашу потребность. Иисус, Спаситель, напечатайте и провозгласите это с верой, ибо в моем Сыне Иисусе спасение и сила, способная исцелять и преображать жизнь. Я отдаю моего возлюбленного Сына Иисуса Христа, чтобы Он умер за ваши грехи, воскрес и ходатайствовал за вас передо мной.
через него вы можете обрести прощение, спасение и вечную жизнь. Пусть сила моего Сына Иисуса станет вашей силой, и верьте, что Он способен исцелить вас и вашу семью. Скажите вслух: «Господь Иисус, я уповаю на Тебя и вверяю свою веру в Твои руки. Исцели меня, исцели мою семью и моих друзей. Я верю в Твою силу преодолеть любое препятствие на моем пути. Во имя Иисуса я молюсь о том, чтобы эта неделя была наполнена сверхъестественными благословениями. Не забывайте, что моя любовь к вам безмерна, и что я всегда готов выслушать ваши слова и удовлетворить ваши нужды. Вы дороги мне, и я хочу, чтобы вы жили в изобилии во всех сферах. Повторяйте с убежденностью: Бог любит меня без всяких условий и желает мне самого лучшего. Я благодарен за все благословения, которые я получаю ежедневно. Я хочу, чтобы в вашем сердце были вера и надежда, потому что вера в силу моей любви и благословений – это то, что откроет вам дверь к чудесам, которые я для вас приготовил. Повторяйте с верой: «Я верю в Бога и Его любовь ко мне. Он сделает так, что в моей жизни произойдет невозможное». Теперь вы можете написать «Аминь», чтобы закрепить все эти слова и утверждения веры, так же, как вы можете написать цифру 7 как символ божественного совершенства. Пусть ваша вера будет подобна семени, посаженному в плодородную почву, которая растет и процветает, принося в вашу жизнь благословенные плоды. Знайте, что я всегда рядом с вами, укрепляя вас на каждом шагу. Когда вы сталкиваетесь с неуверенностью, не забывайте смотреть на меня и верить, что я с вами. Нет ничего невозможного для того, кто имеет веру и верит в мою силу. Повторяйте с уверенностью: «Бог со мной, и с Ним я могу преодолеть любые трудности. Я более чем победитель во Христе Иисусе». Пусть мой мир, превосходящий всякое разумение, окутает ваше сердце и разум, принося покой и безопасность в любой ситуации. Да пребудет над вами мое благословение, и пусть моя благодать сопровождает вас во все дни вашей жизни. Примите все эти слова с благодарностью и смирением, зная, что я, добрый и любящий Бог, всегда готовый обильно благословить вас. Теперь, дитя мое, продолжай свой путь с уверенностью, что моя любовь и благословение всегда доступны для тебя. Никогда не забывай благодарить и распространять мою любовь везде, где бы ты ни был. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ин. 3:16. Иоанна 3:16. Пусть эта истина будет основой вашей веры и источником надежды во все времена. А теперь иди с миром, мой возлюбленный, и пусть мои слова останутся в твоем сердце, освещая твой путь и направляя тебя к исполнению твоей мечты. Аминь. Тип 3:16. Я понимаю вашу просьбу и буду продолжать пополнять этот текст новыми размышлениями и посланиями веры. Пожалуйста, знайте, что написанные здесь слова вдохновлены верой в силу и благость Бога и стремятся дать надежду и ободрение всем, кто их читает. Многие из нас в своей жизни сталкиваются с моментами сомнений и неуверенности, но именно в эти моменты вера в Бога становится еще более важной.
Верить значит верить в невидимое, доверять высшей силе, которая ведет нас даже тогда, когда все кажется мрачным. Во время испытаний помните, что вера – это маяк, освещающий путь, напоминающий нам, что мы не одиноки в этом путешествии. Вера – это не просто абстрактное чувство, а преобразующая сила, способная определить нашу судьбу. Когда мы верим в Бога, мы даем Ему возможность действовать в нашей жизни удивительным образом. Каждое испытание, с которым мы сталкиваемся, может стать возможностью укрепить нашу веру и воспитать стойкий характер. Напечатайте 40:31 из стиха Исаии, который войдет в вашу жизнь. Мы часто сомневаемся в предназначении трудностей, встречающихся на нашем пути, но Бог может использовать каждую из них, чтобы преподать нам ценные уроки и подготовить нас к великому будущему. Как мастер шлифует необработанный алмаз, чтобы он засиял ярким блеском, так и Бог формирует нашу жизнь, чтобы мы могли полностью раскрыть свой потенциал. На протяжении всей истории человечества бесчисленное множество людей обретали силу и мужество благодаря вере в Бога. Истории о настойчивости, чудесах и преодолениях свидетельствуют о силе веры. Она преодолевает культуры, языки и границы, объединяя всех, кто верит в высшую цель. Так пусть же этот текст станет посланием надежды и любви для всех, кто его прочтет. Пусть мы найдем утешение в словах Бога и обретем покой среди жизненных бурь. Никакие невзгоды не страшны, если рядом с нами Бог, ибо Он – крепость, поддерживающая нас, когда мы чувствуем себя слабыми. Теперь я прошу вас написать цифры 333, символизирующие Божественную Троицу и выражающие ваше доверие к Отцу, Сыну и Святому Духу. Именно этот священный союз направляет нас и дает нам силы противостоять любым препятствиям. Не забывайте также благодарить за те блага, которые вы получаете каждый день. Иногда мы забываем замечать те мелочи, которые делают жизнь особенной. Благодарность – это способ поднять нашу веру и открыть сердце для божественного изобилия. Когда мы благодарны, мы привлекаем еще больше поводов для благодарности. Другой мощной практикой является молитва. Это прямая связь с Божественным, интимный разговор с Богом. Откройте свое сердце и поделитесь с Ним своими желаниями, мечтами и проблемами. Молитва не обязательно должна быть формальной или сложной, это просто диалог с нашим Творцом. А когда жизнь покажется слишком трудной, вспомните слова псалмопевца «Господь, пастырь мой, я не буду нуждаться» Ps 23:1. Этот отрывок напоминает нам о том, что Бог – наш постоянный проводник, обеспечивающий все наши нужды. Я знаю, что у многих из вас есть конкретные проблемы, такие как проблемы со здоровьем, семейные проблемы, финансовые трудности или эмоциональные дилеммы. Я призываю каждого из вас поделиться с Богом своими нуждами, веря, что Он слушает вас и что у Него есть наилучший план для вашей жизни. Введите 2-3-1. И даже в темные времена не забывайте быть светом для других. Жест доброты может изменить чей-то день и стать проявлением божественной любви в этом мире. Распространяйте любовь, сострадание и сочувствие, и вы увидите, как жизнь вокруг вас расцветет в ответ.
Бог не обещает нам жизнь, свободную от трудностей, но Он заверяет нас, что будет с нами на каждом шагу. С верой, настойчивостью и любовью к ближнему мы можем мужественно встретить любую бурю и выйти из нее сильными, как никогда. Теперь напишите цифры 444, символизирующие Божию защиту. Подобно щиту, Бог защищает нас от зла и направляет к добру. Отдайте свои жизни в Его руки, веря, что Он всегда будет рядом с вами. Никогда не теряйте надежды, ведь надежда – это пламя, которое согревает нас в самые холодные минуты. Верьте, что даже когда путь кажется трудным, у Бога есть великая цель для каждого из вас. Верьте в Его любовь и мудрость, ведь Он – наш лучший проводник и советчик. В минуты уныния обращайтесь к Священному Писанию за словами, которые восстановят ваши силы. Каждая страница содержит истории веры, мужества и преображения, служащие маяком вдохновения в нашей жизни. А когда вы почувствуете, что силы иссякли, вспомните обещание пророка Исаии: «Надеющиеся же на Господа воспрянут духом, поднимутся на крыльях, как орлы, будут бегать и не уставать, ходить и не унывать». Сорок 31. Пусть этот отрывок послужит источником ободрения и мотивации для каждого из вас. А теперь напишите цифры 555, символизирующие положительные изменения, которые Бог привносит в нашу жизнь. Когда мы доверяем Его руководству, Он ведет нас удивительными путями, открывая новые двери и возможности. Пусть это послание дойдет до каждого, кто нуждается в напоминании о силе веры. Пусть каждое слово, написанное здесь, станет источником утешения и ободрения для всех сердец, ищущих надежду среди невзгод. Помните, что вас любят, ценят, и вы никогда не будете одиноки. Пусть мир Божий, превосходящий всякое разумение, охраняет ваше сердце и помыслы во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:7. Пусть этот мир окутывает вас, как плащ, принося спокойствие даже в разгар бури. Завершая это послание, я еще раз желаю, чтобы вера была прочным фундаментом в вашей жизни. Пусть она помогает вам в принятии любых решений, дарит свет в минуты тьмы и надежду измученным сердцам. Пусть Божья любовь присутствует в каждом вздохе, в каждом биении сердца. Пусть вы ощущаете Его присутствие в каждом аспекте своей жизни, и пусть Его благодать ведет вас по пути мира, цели и счастья. Я люблю тебя, Господь. И я люблю всех, кто читает эти слова. Пусть Божий мир и благословения обильно изливаются в ваши жизни. Аминь. Созерцая огромную Вселенную с ее галактиками, звездами и непостижимыми тайнами, легко почувствовать себя маленьким и незначительным в сравнении с ней. Но знайте, что, несмотря на всю необъятность космоса, вы – уникальное и особенное творение. Каждый атом вашего существа был искусно вплетен в сложный гобелен жизни, сотканный Творцом с любовью и целью. Как ночное небо усыпано яркими звездами, так и ваша жизнь может быть наполнена светом надежды и веры. Даже в самые темные ночи вашего пути, когда над вами нависают тени сомнений и страха, не падайте духом. Помните, что именно в самые темные ночи звезды светят ярче всего.
И как путеводная звезда освещает путь заблудившимся путникам, так и ваша вера в Бога может стать тем светом, который проведет вас через жизненные бури. Введите «Я верю», если вы верите в Господа Иисуса. Но чтобы этот свет сиял ярко, необходимо ежедневно поддерживать пламя своей веры. Сделайте это священной процедурой. Просыпаясь, возносите молитвы в благодарность за еще один прожитый день, а ложась спать, благодарите за полученные благословения и верьте в божественную поддержку на завтра. Откройте священную книгу Писаний и позвольте ее словам напитать вашу душу, жаждущую мудрости и вдохновения. Важно помнить, что, следуя по пути веры, вы можете столкнуться с трудностями и испытаниями. Но знайте, что вы не одиноки. Сам Бог идет рядом с вами, готовый поднять вас в минуты слабости и порадоваться вместе с вами в минуты радости. Не бойтесь встретить невзгоды, ведь именно в трудностях ограняется и укрепляется ваша вера, подобно алмазу, который ярко сияет, пройдя через огонь огранки. Как и в некоторых библейских отрывках, я прошу вас сейчас вписать цифру 10, чтобы подтвердить свое доверие к божественной силе. Бог – это альфа и омега, начало и конец. Он знает начало и конец вашего пути, и у Него есть сила превратить ваши слабости в достоинство, печали в радости, а слезы в улыбки. Отправляясь в этот путь вместе, ищите мудрости и проницательности, чтобы понимать знаки, которые Бог ставит на вашем пути. Как пастух заботится о своих овцах, так и Бог заботится о вас. Он знает ваши сокровенные нужды и желания и готов дать вам благословения, которых вы так жаждете. Всегда помните, что как семя нужно посадить и полить, чтобы оно выросло и принесло плоды, так и ваша вера должна быть взращена с преданностью и любовью. Позвольте корням вашей веры укорениться в плодородной почве вашего сердца, чтобы ваша жизнь расцвела, как обильный сад, наполненный самыми прекрасными цветами добродетели. А пока время идет, позвольте мне провести с вами небольшую медитацию. Закройте на мгновение глаза и глубоко вдохните. Представьте, что вы идете по безмятежной, усыпанной цветами дороге, и солнечные лучи нежно касаются вашего лица. Идя, обратите внимание, что каждый ваш шаг сопровождается отпечатком ноги рядом с вами, как будто кто-то идет рядом с вами. Почувствуйте рядом с собой утешающее присутствие Бога, направляющего ваши шаги и окутывающего вас теплыми объятиями. Напечатайте «Ты нужен мне, Господи», и взывайте к Богу со всей верой. А теперь я прошу вас набрать цифру 23, чтобы подтвердить свою готовность идти рядом с Богом. Путь может быть долгим и трудным, но будьте уверены, что награда будет необыкновенной. Сохраняйте веру, горящую как яркий факел среди тьмы, и двери счастья откроются перед вами. Когда Бог рядом с вами, вы не просто победитель. Вы завоеватель, способный преодолеть все невзгоды и одержать немыслимые победы. Никакие препятствия не страшны, если довериться божественной силе. Так что идите вперед с верой и мужеством, зная, что лучшее еще впереди. А когда жизнь покажется слишком тяжелой, когда слезы будут заливать глаза, вспомните слова из Псалма: «Господь, пастырь мой, я не буду нуждаться». Пусть эта фраза, как нежная мелодия,
звучит в вашем сердце, успокаивая страдания и принося мир в вашу растревоженную душу. Продолжая наше словесное путешествие, позвольте напомнить вам, что трудности – это лишь малая часть великого Божьего плана на вашу жизнь. Он позволяет вам столкнуться с трудностями не для того, чтобы ослабить вас, а для того, чтобы укрепить вашу веру и подготовить к ожидающему вас величию. Доверьтесь божественному процессу и знайте, что вас направляют любящие и мудрые руки. На своем пути веры вы встретите других паломников, которые разделяют с вами одно и то же стремление к Богу. Идите рядом с ними, проявляя доброту и сострадание, ведь все они ищут надежду, любовь и цель. Будьте светом на их пути, как Бог является светом для вас. Когда я пишу эти слова, я чувствую, как божественное присутствие наполняет этот текст, благословляя его словами, способными тронуть сердце и преобразить жизнь. Пусть эти слова дойдут до всех, кто в них нуждается, как глоток облегчения для страждущих и как бальзам для сокрушенных сердцем. В этот момент я прошу вас написать цифру 33 как символ непоколебимой веры, которую вы закладываете в свое сердце. Как прочный фундамент. Дом во время бури, так и вера в Бога – это фундамент, который будет поддерживать вас в любых обстоятельствах. Завершая это текстовое путешествие, всегда помните, что Бог рядом с вами в каждый момент вашей жизни. Он – маяк, освещающий путь, убежище в бурю и верный друг, который никогда не оставит вас. Доверьтесь Его постоянному присутствию и позвольте вере вести вас к будущему, полному благословений и свершений. Когда неуверенность в завтрашнем дне настигает вас, закройте глаза и прислушайтесь к нежному голосу Бога, шепчущему в вашем сердце: «Я здесь. Доверься мне». И тогда, опираясь на прочный фундамент веры, вы будете мужественно встречать каждое испытание, зная, что Творец Вселенной идет рядом с вами. А теперь в память о пройденном пути напечатайте цифру 1000, поскольку этот текст содержит 1000 символов преданности, любви и веры. Пусть эти слова останутся в вашем сердце как постоянное напоминание о безмерной любви Бога к вам. Прощаясь с вами, знайте, что путь веры продолжается и полон божественных сюрпризов. Продолжайте доверять Богу и Его плану на вашу жизнь, ибо Он готовит чудеса, превосходящие все мечты. Пусть мир Божий, превосходящий всякое разумение, хранит ваше сердце и разум во Христе Иисусе. Аминь. Я хочу выразить свою безмерную привязанность к каждому из вас, мои любимые дети. Вы как драгоценные жемчужины в моих руках, и моя любовь к вам безусловна и вечна. Я смотрю на каждого из вас с сердцем, переполненным радостью, зная, что вы уникальны и особенны, созданы по моему образу и подобию. Я знаю, что жизненный путь не всегда бывает легким. Бывают времена радости и торжества, но бывают и времена боли, печали и трудностей. Однако я хочу, чтобы вы знали, что вы не одиноки в своих трудностях. Я всегда рядом с вами, держу вас за руки и даю вам силы идти вперед. Когда вы чувствуете себя подавленными, попросите меня о помощи, и я пошлю вам утешение и руководство. Дети мои, жизнь – это путь познания и роста.
Каждый опыт, с которым вы сталкиваетесь, имеет свою цель, даже если в данный момент вы не до конца понимаете ее. Верьте в меня, ибо я вижу за завесой времени и знаю, что для вас лучше. Напишите 567, если вы доверяете моей мудрости и плану на вашу жизнь. Когда вы чувствуете себя потерянным или лишенным направления, ищите меня в молитве и медитации. Общение со мной – это ключ к разгадке тайн бытия и обретению цели и смысла жизни. Я всегда отвечу на ваши просьбы, даже если ответ не будет очевиден сразу. Наберитесь терпения, ибо время часто раскрывает мои самые мудрые ответы. Периоды неопределенности и растерянности не забывайте обращаться за советом к моему святому слову. Библия – неисчерпаемый источник мудрости и учения, способный осветить путь, лежащий перед вами. Те, кто ищет истину и мудрость, найдут на ее страницах ценные ответы. Наберите 734, чтобы заявить о своем поиске истины в моих словах. Возлюбленные мои, у вас есть свобода воли, и мои благословения доступны вам, но важно, чтобы вы делали свой выбор мудро и проницательно. Действия имеют последствия, и что посеешь, то и пожнешь. Стремитесь взращивать в своих сердцах любовь, доброту и сострадание, ибо эти добродетели являются основой истинного счастья. Если кто-то из вас столкнулся с болезнью или недугом, знайте, что я – Бог, который исцеляет. Я могу принести исцеление и восстановление во все сферы вашей жизни. Откройте свои сердца, чтобы принять мое исцеление, и провозгласите 998, чтобы моя исцеляющая энергия вошла в ваши жизни. Каждый день обновляйте свои обязательства передо мной и стремлением к справедливой и любящей жизни. Мир может предложить множество отвлекающих факторов и соблазнов, но именно во мне вы найдете истинное удовлетворение и реализацию. Будьте благодарны за все, что у вас есть, и научитесь ценить благословения, которые я даю вам. Напишите 264, чтобы выразить свою благодарность за мои дары в вашей жизни. Никогда не забывайте, что сила молитвы неоценима. Когда вы молитесь, вы напрямую общаетесь со мной, и это укрепляет наши отношения. Открывайте свои сердца в смирении и искренности, когда молитесь, ибо так вы касаетесь самой сути моего существа. Просите у меня все, что пожелаете, и если это будет во благо вам, я исполню ваши просьбы. Я хочу, чтобы вы возрастали в мудрости и понимании, но я также хочу, чтобы вы были по-детски добры в своем сердце. Простота и чистота ребенка ценны в моих глазах, и поэтому я прошу вас всегда культивировать в своей жизни смирение и невинность. Наберите 777, чтобы символизировать стремление к чистоте и простоте. Дорогие мои, жизнь эфемерна, а время – это дар, который нельзя тратить впустую. Пользуйтесь каждым мгновением, чтобы любить, прощать, делиться и помогать друг другу. Распространяйте мой свет и любовь повсюду, где бы вы ни были, и мир станет более прекрасным и полным надежд. Я благословляю вас своим миром, превосходящим всякое понимание. Пусть этот мир станет для вас компасом, который будет вести вас во всех жизненных ситуациях. Когда вы не уверены в себе,
не забывайте обращаться к моему внутреннему миру, ибо он укрепит вас и позволит справиться с любой проблемой. Напишите 135, чтобы призвать мой мир в вашей жизни. Мои возлюбленные дети, мы подошли к концу этого послания, но знайте, что моя любовь и забота о вас никогда не закончатся. Я буду продолжать направлять и защищать вас на каждом шагу вашего пути. Ищите меня всегда, и я буду рядом, с распростертыми объятиями, ожидая, когда вы придете. Со всей любовью и добротой, ваш Небесный Отец. Аминь. Напечатайте «Аминь, аминь, аминь», чтобы завершить это послание с великой верой и получить все благословения. Братья и сестры, если Бог коснулся вашего сердца, и вы хотите помочь нашей семье продолжать расти и распространять Божьи послания, вы можете прямо сейчас нажать на опцию «Спасибо» и пожертвовать нам сумму по вашему желанию, чтобы помочь нам расти все больше и больше и достичь больше детей Божьих. Мы будем бесконечно благодарны за любую сумму, как и за одно только ваше присутствие. Пусть каждый дает по расположению сердца своего, не с огорчением и не по нужде, ибо Бог любит дающего с радостью. 2 Коринфянам 9:7. Поделитесь этим видео как минимум с 2 очень близкими друзьями, чтобы они тоже могли получить благословение, или в группе. Оставьте свой лайк на видео, чтобы показать свою благодарность и любовь ко Христу, и подпишитесь, чтобы получать благословения и сообщения от Бога каждый день. До встречи в следующем сообщении. Аминь.